ты ходишь в театр, Да. в такие общественные места, там тебя спрашивают? Да. Спрашивают? Да, берут номера. Да? Да. То есть спрашивают с интересом? Интерес большой, да. Ну, с положительным интересом. Искренний интерес Ага. такой. Таких нет взглядов, что ты платок Нет. ходил? Нет? Я не встречала, может быть, есть. Мы не совсем общество иногда понимаем. Вот я сейчас слушаю, для меня некоторые вещи, например, очень новой интересные, новые стороны. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Мы решили вот принести разные виды, и все, у кого какие есть виды Остинского национального платка, немножко о них рассказать, как они плелись вообще, как они завязывались. Вот Алана нам будет сегодня рассказывать о технике плетения, об истории Остинского платка. Фотографии старые остинских женщин в остинских платках. В общем, показать, что это атрибут общий на самом деле для остинского народа, и чтобы таким образом, в общем, акция направлена на консолидацию и объединение. Рядом со мной стоит мой хистер Артур Бицоев. Артур, почему ты решил сегодня прийти и поддержать эту акцию? Вот, почему она тебя вызвала интерес? Как гайнс иронал? Анаманга иронал. Мабон Сашу и Барс иронал Зурзнан. Жейку Бакаштан мана телефону масу маханежон. Я хам кутта гузан жага шабата. Вот махисан жахтон жан йордам анамангай басаузнан. Амазакам кадфенон чижита ирон чижита. Я вала калмаржан чишкотта. Жан йосы чижганыш куамарар факанон. Мазамана феттон салдар. Салдар на фаламана чишты йодона шепатнадар. Мажарда уди рарфаканан масын рарфакоттон. Шасарам бомбира вот гайдма сам йосы жон диш гайдма йосы гдау ирон чижи гдау. Харшинс май бажинай бажиндар кутканой яхама монт штрух саураканат налкамандар. Со мной рядом Алана Хугаева. Она шьет платки прекрасные. Не только шьет, она еще учит, плетет, да, еще учит плести платки. И, Алана, у меня такой вопрос. В связи с чем сейчас вот такой интерес к платкам возник в Осетии? Ты могла бы объяснить? В первую очередь, мне кажется, что у людей есть запрос на национальное в принципе. То есть, если не говорить сейчас о платках, то есть, по крайней мере, мне так кажется, я вижу запрос у людей. Люди хотят выглядеть национально, знать национальные песни, авторов, больше знать об истории. То есть 5 лет назад людей, которые плели платки, из всего населения Северной Осетии, наверное, было 2%. Сейчас, я думаю, общими усилиями, и я стараюсь как-то нести это в массы, и есть мастера, девушки, которые тоже обучают. Мне кажется, что именно вот это направление не то что возрождается, но я думаю, в ближайшие 10 лет мы увидим много новых платков, учитывая то, что последние, которые, по крайней мере, мне в руки попадались, были сплетены еще либо в дореволюционные годы, либо, край до 30-х годов. То есть после этого был сильнейший пробел, ремесло было практически полностью утерянным, и сейчас, как-то... Мы, когда говорим о нравственности, мы когда говорим о воспитании, мы когда говорим о следующем поколении, мы забываем, что кроме разговоров нужны какие-то действия. Надо проводить такую линию, чтобы последовательность, связь времен, связь поколений она должна ощущаться фактически, физически. Мы должны это видеть. Мы очень много говорим о платках. Вот сейчас я разговаривал с девушками, четко осознаю, что платок все-таки символ скромности. Когда мы говорим о мужчинах, и я недавно говорил, что когда человек одет красиво, одет в форму, одет в костюм, у него совершенно другое состояние внутреннее, совсем состояние духа какое-то появляется. И он вряд ли позволит себе сделать какие-то действия, которые выходят за грань морали. Вряд ли, потому что он не может этого сделать. Когда мы говорим об этом, то мы забываем о женщинах. Атрибут женской красоты, скромности, внутреннего состояния духа – это платок. Молодые не совсем, наверное, понимают и не совсем видят эту преемственность, но я застал времена, когда абсолютное большинство женщин было в платках, по крайней мере, хотя бы на похоронах и на таких каких-то событиях. Абсолютное большинство женщин. Я не видел свою маму без платка никогда. Я свою тетю без платка никогда не видел. Я своих соседок без платка никогда не видел.
И если я заставал, случайно войдя в комнату, кого-то без платка, я не имею в виду молодых. Вряд ли это было бы возможно. И пожилых своих родственниц. Я их смущал этим, я сам смущался. Я смущался, потому что я не привык видеть ее вот с открытой головой. Мне вызывал внутренний дискомфорт это. Настолько я привыкал. Я бы хотел, чтобы вот такие акции, которые мы хотим вот начали первый раз, мы будем проводить акцию и, наверное, и по мужской одежде. Мы хотим создать образ национального, не создать, он есть. Мы хотим его пропагандировать, мы хотим транслировать, что ношение этих вещей все-таки дает нам соприкосновение с нашей идентичностью национальной, дает нам соприкосновение с теми людьми, которых мы видим, вот сзади меня фотографии. Там моя бабушка в этом платке, мой дядя там стоит. Это все-таки это наши корни, которые нас сделали нацией, которой мы сегодня гордимся. Она же не состоялась в один день, в один век. Это накопление лучших качеств этой группы людей, которые называются осетинами, которые оформилась потом в Вахдау, о которой мы много говорим и которые мы сегодня теряем. Все это, каждое полотно, оно состоит из отдельных мазков.